моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Мой спорт». Сейчас мы находимся на тренировке по боксу. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Расскажите, пожалуйста, немного о Федерации бокса. Федерация бокса. Мы в этом году участвовали в первенстве России по молодежи. Вот. И благодаря, конечно, Федерации бокса мы участвовали на соревнованиях и были на сборах. Это было в Чехове, а сама Россия была в Оренбурге. Вот. И там участвовало у нас 8 человек. Это, конечно, но, к сожалению, мы не попали в призерах. Но зато парни участвовали, проводили бои, вот, хорошие бои. И, конечно, вот старший тренер Олег Владимирович сказал, что, мол, не очень плохие, не очень хорошие. Вот. Ну, средние вот, оценивали. А вот в будущем какие соревнования будут? Но в будущем сейчас вот наши поехали, вот вчера поехали 4 человека, поехали, и 2 тренера поехали в ЛМД, и там будет соревнования будут в России по профсоюзам, по путевке на Россию. Сейчас едут на Лагутино, вот, в Москву, и после этой соревнования сейчас должны быть там в Ульяновске проходить сильнейших боксеров, и будут участвовать там. Наши те боксеры, те, которые будут участвовать в Лагутино. А сколько приблизительно боксеров будут участвовать? Ну, мы планируем там 4. У нас есть люди без путевки, и если там старший тренер или кто-нибудь посмотрит с хорошей стороны, тогда они могут допустить. А вы сами сколько лет занимаетесь боксом, если не секрет? Ну, я, как помню себя, я с 6 класса начал заниматься боксом, и вот до сих пор сейчас я тренирую, сейчас в училище Олимпийского резерва, 19-й год, учебный год я тренирую здесь. Здравствуйте, Александр Петрович. Расскажите, пожалуйста, о боксе немного. Ну, я, наверное, прежде всего остановлюсь на тех мероприятиях, где я участвовал. За длительное время я последний раз довольно плотно выступал в этом году со своими воспитанниками. Значит, мы выступали вначале на первенстве Дальнего Востока в Нерюнгри. Там один мой воспитанник занял 1-е место, 2-е, 3-е место. Ну, а затем я со своими воспитанниками и другими ребятами принимали участие вначале в первенстве России по боксу среди юношей в городе, значит, Магнитогорске, где мой воспитанник Губарев Александр занял 3-е место. В 6 классе к Новому году я пошел в ДЮСШ 6-е. Там начал заниматься у Александра Геннадьевича Соломонова. Потом прошло полгода, я выиграл республику. Поменялся у меня тренер, пригласили меня в училище Олимпийского резерва. Так я поступил сюда. Здесь я занимаюсь уже 2-й год. Как поступил, сразу выиграл Дальний Восток. Поехал на Россию. На России за 3-е место занял, провел 3 боя. Проиграл 5-1. Сейчас готовлюсь на всероссийский в Москву. В дальнейшем выступали, значит, мы со своими воспитанниками и другими ребятами сборной республики на спартакиаде школьников в Анапе. Там, значит, мой воспитанник не снискал лавров, проиграл в первом бою, в равном бою 8-8, прошлогодний победитель первенства России. Поэтому, можно сказать, год еще не кончился, поэтому все надежды возлагаем на завершение этого спортивного года. Вот сейчас мы планируем выступать, поехать в Москву на всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. Это пройдет с 22 по 2 ноября в городе Москве. Затем мы хотели, значит, остаться в городе Москве на учебно-тренировочные сборы
где со своими боксерами и с другими ребятами сборной республики. Затем на сборы. Затем поехать на сборы в Ульяновск, где будут сборы по подготовке последнему соревнованию среди боксеров 95 года. Состоится турнир сильнейших боксеров юношей 95 года, по итогам которого будет отбираться команда для участия уже в Кубке России по юниорам и ворваться в число лидеров сборной России по боксу среди юниоров. Ну вот такие у нас планы. Бокс – это мой спорт. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вы именно начали заниматься таким видом спорта, как стрельба из лука? Ну, как сказать, я сперва занималась теннисом, а тогда мой папа был тренером тенниса. Ну, как бы я только увлекалась в начальных классах, потом он перешел в стрельбу из лука. Ну, и я совместно с ним тоже в стрельбу из лука перешла. Ну, сперва, мне лук не дали, просто сказали, ну, смотри, и все. А потом, когда моя сестра начала тренироваться, мне тоже интересно стало, и стала ходить на занятия уже с целью стрелять. Ясно. Это получается, сколько лет вы занимаетесь? Ой, сейчас уже не знаю. Ну, получается, с 5 класса я уже где-то 6 лет уже занимаюсь. 6 лет, да? На какие соревнования вы выезжали, участвовали, где? Ну, я выезжала во многих. Получается, с 2008 года я уже в сборной. Выезжала, первые соревнования это были мир, первенство мира, это было в Турции. Ну и так дальше, с каждым годом там в Польше была, во Франции. В Турции много раз ездила на сборы и на соревнования, и также в Америке была, и в Германии. Хорошо. А какие планы у вас на будущее? На будущее, ну, конечно, так как я сейчас мастер спорта, выполнить международника и стать первой в республике. А потом уже среди взрослых, чтобы попасть, сильно сидеть в сборной команде. Ну, так как сейчас еще в молодежке, потом в будущем еще сидеть и во взрослых. Ясно. А сейчас в ближайшем будущем какие-то соревнования будут у вас? Ну, сейчас пока нет, так как у нас только переходим на зимний в зале стрельбу. И поэтому нас сбор устраивает в Турции. Вот через несколько дней я улетаю в Турцию. Ну, я занимаюсь с 2005 года, 6 класса. А уже в этом году 7-й год пойдет. Понятно. Расскажите о своих наградах, кубках. Ну, как бы есть около 50 медалей, ну, там десяток кубков, наверное. Ну, как бы, да, много. Это вы по каким соревнованиям Ну, выезжали? по республиканским, по всероссийским, там общая Россия и как бы международные, там Европа. Понятно. А вот в будущем какие планы у вас? В будущем хочу выполнить норматив международник. Ну, как бы уже в планах есть, надо только работать. Тренироваться, да, соответственно? Тренироваться. А у вас вообще вот сколько лучников? В училище? Да. В училище нас около 10. Там младшая группа и старшая группа. Делятся мастера спорта, ну, как бы отдельно тренируются, и как бы просто начинающие есть. Ясно. Каждый день тренируетесь, да? В день 2 раза День-два раза. тренировки. Понятно. Мы в этом году ездили в Хабаровск на чемпионат Дальнего Востока. И там мы многое для себя узнали. И наша задача в следующем году тоже поехать в Хабаровск и занять первое место, призовые места. Для этого мы тренируемся. Как отреагировал народ, точнее, люди, которые тренируются в пейнтбол, чтобы переехали в спортивный зал? Ну, первый вопрос – это больно резиновыми шарами стрелять. Но маркер регулируется, можно уменьшить давление. То есть так же, как обычной краской. Ну, в общем, все остались довольны, да? Да, довольны. Это у нас первый день только. Я думаю, будет набирать обороты, народу будет больше. Тогда придется второй час за тренировку. Оплачивать, то есть, да, снимать здесь? Да, побольше времени уже. Максим, скажите, пожалуйста, что вы скажете о подрастающем поколении, кто именно занимается пейнтболом?
раскрась свои будни. Ну, пейнтбол более молодой вид спорта, да, и там спортсмены тоже молодые, потому что они, как в любом спорте, более быстрые, подвижные, все схватывают на лету. А кто постарше, они как в защите стоят, задние игроки. А вот кто моложе, у них азарт есть, они бегают, слушают больше. В спортзале играем в первый раз, и как бы, не знаю, ну, мне не то чтобы не понравилось, и не то чтобы понравилось, ну, так-то шары немного больнее бьют, да. А вообще в зал перенеслись, потому что, ну, не знаю, сами понимаете, Якутск, осень, Ичака, и поэтому в зале так-то, да, это уютно играть, ну, не то чтобы уютно, тепло, комфортно, ну, и резиновые шары, они, как это сказать, ну, они удобнее, в принципе. Там пострелял, собрал обратно. Да, кстати, сегодня бесплатно пострелялись патроны. На халяву. А так-то весело было играть. Вот, играли хоть 4 на 4, но было весело. Адреналин тоже был. Расстояние маленькое и как бы больнее, надо быстрее двигаться так. Пейнтбол – мой спорт! Студенты, ваше время настало! 29 сентября в Драконе пройдет долгожданная вечеринка Студ Тайм. Самая лучшая в мире вечеринка. Приходи клубиться, тусовка будет просто Одежда для спорта и отдыха. От простой до профессиональной. От ведущей российской фирмы Rock Pillars. Впервые в Якутии дисконтная система, способная охватить студентов, преподавателей, членов профсоюзов и VIP-персон республики. Всего 100 тысяч человек. И все они ваши будущие клиенты. От нас обширная рекламная кампания, продвижение и распространение дисконтных карт. От вас определенный процент скидки. Это реально с новой дисконтной системой Саха-карт. Джамал Алиев здесь проигрывает иранцу. Поймать вот он этот момент. Это чистая победа, это душе. Весь турнир дальневосточный борец провел очень уверенно. Удивительно перипетии вольной борьбы. Обо всем об этом вы узнаете в книге «Вольная борьба. Покорившая Олимп». Контактный телефон 8 924 870 72 77. 2 октября состоится чемпионат по тактическому пейнтболу на Кубок Молодой Гвардии Единой России. Место встречи – район птицефабрики, полигон клуба «Комбат». Справки по телефону 755 880.